Приветствую, дорогие друзья! Сегодня я нахожусь в Астане, в акимате района Байконур. Со мной встретился заместитель акима. Вас как зовут? Туякбаев Досхан, заместитель акима района Байконур. Я сюда приезжал примерно неделю тому назад по поводу общежития, которое находится на Шонанулы 43. В аварийном состоянии, как утверждают местные жители. Ну и, в принципе, наверное, я тоже лично от себя согласен с этим. Действительно, в ужасном состоянии находится их жилье, их дом. И главный вопрос, который я хочу задать вам, как местная исполнительная власть пытается помочь этим людям. Да, мы это общежитие знаем, мы на связи с этими жителями постоянно. Мы периодически встречаемся с жителями. Мы помогаем в каком плане. Мы в 2023 году по просьбе жителей провели там ремонт подвала. Канализацию мы ремонтировали, ремонтировали водопровод и отопление. Вы сегодня мне продемонстрировали видео касательно того, как идет откачка воды из подвала. Да? Потому что у меня на видео есть именно тот момент, что у них подвальное помещение затоплено водой. Да? Да. Это получается вода и грунтовая, и вода в основном поднимается там. Мы постоянно, периодически в неделю несколько раз откачиваем своими силами. Силами Астана Су Арнасы и Экосистем. Подведомственное государственное предприятие и подрядными организациями. С одной стороны, извините, пожалуйста, что я вас перебиваю. С одной стороны, понятно, что эти люди являются владельцами этого жилья, да? Да, они добровольно, конечно, приобретали комнаты в этом общежитии и так далее. Но с другой стороны, у нас государство социальное, и, конечно, эта чудовищная нищета по своей сути, которую продемонстрировала в своем видео, это для нашей столицы, наверное, не самый приятный момент, да? И все-таки как можно помочь этим людям? Что можно сделать для них в будущем хотя бы, в ближайшем? В прошлом году мы проводили, управление жилья, точнее, жилищная инспекция проводила техническое обследование дома, именно Шонанулы 43. Была степень аварийности был 57%, с чем были жители не согласны. В этом году они провели свое собственное техническое обследование за свой счет. Там показали 70%. Но мы в этом году по просьбе, по обращению акимата района в управление жилья до конца мая проведут еще одно дополнительное техническое обследование, по которому будет ясно степень его аварийности. Но у нас до 2029 года у нас план реновации уже утвержден по городу, в котором у нас входит 23 дома таких аварийных. То есть даже если будет проведено техническое обследование, дальше я сейчас не могу ответить, в каком году их поставят. А каков процент аварийности должен быть показан для того, чтобы... 61 и больше. То есть если их цифры подтвердятся, то местная исполнительная власть будет предпринимать какие-то действия со своей стороны? Конечно, мы как акимат района будем обращаться в адрес управления жилья о том, чтобы сформировать дополнительные, или, допустим, с 23 по 29 год у нас план утвержден. Но сейчас я не могу какие-то там конкретные даты, цифры определенно сказать, но будем заниматься в том, чтобы направлении, чтобы дом включили в список. В каком году будет он реализован, я сейчас не могу ответить. У меня два главных таких вопроса. Первый вопрос касательно электропроводки. Совсем недавно здесь, в Астане, сгорело аналогичное общежитие. Пострадали люди, пришлось их срочно эвакуировать, переселять и так далее. И второй вопрос – качество. Каково вообще качество в таком жилье может быть питьевой воды? Питьевая у нас вода везде одинаковая. У нас не делится на районы, на жилые массивы. Имеется в виду устаревшие эти трубы, которые уже бесконечное количество лет. У нас сама магистраль ремонтируется, обслуживается акиматом, местным исполнительным органом. Внутри уже должны содержать сами жители. Подвальное помещение мы в 2023 году меняли. Определенную часть водопровода, канализации и отопления труб. Вода, в принципе, по воде у них таких жалоб нет. То есть отравление не грозит им? Нет, таких отравлений не было. Но если какие-то факты, если будут, они имеют право обратиться в СЭС
чтобы они взяли пробу воды и определить степень. А электропроводкой что делать? Электропроводка, мы неоднократно проводили встречу. Я сам в каком-то году проводил, сейчас не скажу. Было предложено им либо за счет целевого сбора сделать смету, когда выйдет смета, уже за счет целевого сбора, чтобы жители собрали сами и провели ремонт в электропроводке. Либо если у нас программа модернизации жилищного хозяйства, таких жилых домов, безвозмездно до 15 лет. То есть она проводит, жители сами собрание проводят, протокол оформляется, что они сами согласны на модернизацию, определяют сами жители сроки, допустим, до 15 лет максимально, и будет безвозмездно, государство проведет ремонт, и плюс по итогам которого будут приходить им счета, будут оплачивать за то, что провели, допустим, электропроводки, либо, допустим, кровли, либо фасада, либо подвала. Ну, это уже сами жители. Так возможности, получается, у акимата нет, да, финансовой? Чтобы помочь завтра, например, решить проблему с электропроводкой? Пока я сейчас не готов ответить, потому что это же требует времени. Не коммунальное жилье, допустим, это их частная собственность, частное владение, поэтому мы таких, конечно, просим мы людей, наших неравнодушных предпринимателей, чтобы помогли, но пока жители сами, когда вопрос подняли, они только требуют сноса вот этого жилого дома. У нас там рядом стоят вообще в целом Шонанул 39, Шонанул 41, 41/1 и Шонанул 43. 4 дома. А если вот найдутся меценаты, которые вот придут к вам в акимат сюда и скажут, мы хотим помочь этим жителям хотя бы обезопасить их от проводки, вы воспользуетесь их помощью? Конечно, конечно. Мы всегда готовы. Мы с жителями всегда разговариваем на это. Город Астана — это большой город, здесь живут достаточно много обеспеченных казахстанцев, которые, может быть, проявят какую-то инициативу со своей стороны добровольную, помочь жителям одного города, с которым они живут. Тогда будет замечательно, вот вы можете прийти сюда в акимат района Байконур и выступить в качестве частного благотворительного спонсора каких-то социальных инициатив. Потому что это же не только один дом, вы говорите, там еще 3 дома, да, есть? В целом 4 дома, которые тоже приходят, там нуждаются в помощи, тоже, да, просят помочь и там по другим проблемам дома, их домов. Поэтому мы всегда на связи с ними. И если будет такая возможность, мы всегда готовы помочь, оказать содействие нашим жителям. Хорошо, вам огромная благодарность за то, что вы уделили нам время и ответили на наши вопросы. Всегда на связи, всегда готов. Рахмет вам. Спасибо вам.